Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Годом науки и технологий предложил объявить 2021 год президент России Владимир Путин. Здоровье, благополучие и качество жизни якутян А.С.Н. Николаев озвучил традиционное послание Госсобранию Илтумен. Дед Мороз и Снегурочка в погонах. В Ленском районе полицейские поздравили детей, состоящих на учете ПТН. Актированный день в столичных школах с 1 по 5 классы объявлен сегодня. По данным синоптиков, рано утром температура воздуха в Якутске составила минус 47 градусов. Это означает, школьники младшего и среднего звена сегодня учатся дистанционно. Владимир Путин предложил объявить наступающий год годом науки и технологий. Об этом он объявил на площадке попечительского совета МГУ. Президент также обратил особое внимание на то, что реализацию проекта инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» необходимо завершить к 2025 году. При этом, по словам президента, строительство должно начинаться не с административных представительских зданий, а с лабораторий и исследовательских площадок. Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год годом науки и технологий. Глава Якутии накануне озвучил традиционное послание Госсобранию Илтумен. В первую очередь оно было нацелено на здоровье, благополучие и качество жизни якутян. Ульяна Шагина подробнее о том, на какие еще сферы жизни обращено внимание руководителя региона. Глава республики А.С.Н. Николаев объявил предстоящий 2021 год годом здоровья. Для якутян, как и для всего населения страны, уходящий 2020 стал испытанием на прочность. Но вместе с тем Якутия смогла выстоять, бросив все имеющиеся силы на борьбу со всемирной пандемией. Впервые в современной истории мир ощутил угрозу, независимую от воли человека, глобальную, превосходящую по масштабам самые большие природные катаклизмы. Опасная инфекция атаковала человечество. На сегодняшний день унесла с собой жизни 1 736 580 человек на нашей планете, в их числе 367 жителей республики. Я прошу почтить минутой молчания память наших земляков, ушедших из жизни от коварной болезни. На борьбу с COVID-19 были брошены все имеющиеся силы и средства. В полной мере за кратчайшие сроки развернулись в каждом уголке республики инфекционные отделения. Вовремя были закуплены лекарства и средства индивидуальной защиты. Отделение здравоохранения оснастили необходимым оборудованием. Коечный фонд был увеличен с 400 до 3000. Мощность лабораторий с 2 до 15. Благодаря чему по всей республике на COVID-19 уже протестировано более 700 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей по всей стране. На нужды здравоохранения за все эти долгие месяцы борьбы уже направлено порядка 11 миллиардов рублей. Из них 7,5 миллиардов – это федеральные источники. Глава Якутии поблагодарил всех работников здравоохранения, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и социальных учреждений за спасение жизни людей. Мы очень рады, что следующий год, 2021, объявлен годом здоровья, так как 2020 год показал все наши недочеты, изъяны. Вот эта пандемия коронавируса, в общем-то, помогла нам собраться, сконцентрироваться. И я думаю, в общем-то, с честью выйти из данной ситуации. В этом году выделили средства на ремонт больниц Хангаласской ЦРБ, Максарологской, Актемской и других больниц. И это очень знаменательно, что ремонт начнется в 2021 году, в год здоровья, который объявил наш глава А.С.Н. Сергеевич Николаев. В борьбу с коронавирусом включились и предприниматели. Несмотря на то, что бизнес сегодня один из наиболее пострадавших секторов экономики, большие предприятия и отдельные предприниматели своими силами покупали и отдавали в дар больницам необходимое оборудование. Сплотились и крупные промышленники. Компания «Алроса» в уходящем году была в тяжелейшем
тяжелейшей ситуации из-за стагнации мирового алмазного рынка. Но благодаря принятым антикризисным мерам ей удалось не только сохранить производство, но и оказать большую помощь республике, направив в борьбу с коронавирусом более 800 миллионов рублей. Компания инвестировала в борьбу с ковидом более 800 миллионов рублей. Я думаю, скоро это уже будет около миллиарда рублей. Но мы считаем, это именно инвестиции в здоровье наших людей. К счастью, тысячи жизней нам удалось спасти. Среди сотрудников группы «Алроса» есть и погибшие сотрудники из-за ковида. Но мы стараемся и дальше делать все, и наши врачи, и низкий им поклон, и всем врачам в Якутии, которые работают на передовой, спасая жизни якутян и сотрудников компании «Алроса». Первый пакет антикризисных мер коснулся поддержки именно малого и среднего бизнеса. Так, продлены двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, были смягчены условия по патентной и упрощенной системе налогообложения, отодвинуто еще на год. Решение об исчислении налога на имущество организаций с кадастровой стоимости. Продлен и мораторий на плановые контрольные проверки. Сегодня, к сожалению, республика занимает 77-е место по индексу административного давления, который оценивает контрольную надзорную деятельность федеральных территориальных органов исполнительной власти на территории Якутии, исключая налоговую службу и Министерство внутренних дел. Это значит, что по сравнению с большинством регионов у нас со стороны наших территориальных органов федеральной власти есть излишняя жесткость, высока доля штрафов, в том числе и за первое административное правонарушение. Итак, 2021 год объявлен годом здоровья. Для решения всего комплекса задач в интересах здоровья якутян необходимо четкое определение приоритетов и целевых ориентиров, отметил Ильдар Хан и поручил правительству в срок до 1 февраля разработать и внести на утверждение проект стратегического указа главы республики в сфере здравоохранения на период до 2025 года. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. В своем послании Айсан Николаев отметил, что цифры роста экономики, параметры бюджета не являются самоцелью. Результатом всех действий должно стать реальное улучшение качества жизни людей, счастье каждого якутянина, сказал глава региона. Летом президент России подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. На первом заседании обновленного Госсовета определены конкретные задачи по достижению 5 приоритетных целей. Это здоровье и благополучие людей, их самореализация, комфортная среда для жизни, достойный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. Айсан Николаев отметил, что эти цели должны достигаться у нас в республике, в том числе и в сельской местности. В первую очередь это занятость и доходы жителей села. Ни для кого не секрет, что именно на селе у людей меньше всех возможностей заработать. Поэтому все, без исключения программы и мероприятия с использованием государственных средств, должны в том числе работать на повышение доходов селян. С 2021 года этому будет способствовать новый механизм субсидирования производства молока. Субсидии на молоко для организованных хозяйств повышаются с 35 до 50 рублей за литр. По 35 тысяч рублей на голову скота будут получать личные подсобные хозяйства. И если в этом году общая сумма субсидирования молока составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей, то в следующем году это будет уже 4 миллиарда 115 миллионов рублей. То есть на 47% больше селяне получат за свой труд в наступающем году. Новый механизм будет способствовать развитию предпринимательства на селе. Личные подсобные хозяйства смогут объединяться в кооперативы. Надоенное молоко они смогут сдавать по заготовительным ценам, получая еще и дополнительный доход. К другим темам. С начала года в Якутии зарегистрировали более 2500 пожаров. Об этом сообщает противопожарная служба республики. Общий ущерб составил порядка 95 миллионов рублей. В результате происшествий погибли 62, а травмы различной тяжести получили 54 человека. В ведомстве отмечают, что наибольшее количество пожаров и основная их часть с гибелью людей ежегодно происходит в жилищном фонде. В преддверии новогодних праздников противопожарная служба напоминает, что необходимо соблюдать осторожность. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Основными условиями возникновения пожаров в республике являются низкий предел огнестойкости зданий жилого назначения, высокая
степень разобщенности территорий, неблагоприятные климатические условия и, как правило, низкая культура пожаробезопасного поведения граждан. Уходящий 2020 год в столице республики был объявлен годом поколений. Его итоги подвели в Якутской городской думе. В ходе встречи вручены награды отличившимся активистам, а также тем, кто оказался на передовой в период борьбы с коронавирусом. В первую очередь это волонтеры и студенты-медики. Молодежная палата города Якутска – это связующее звено между активной молодежью столицы и органами городской власти и самоуправления. Как отметил председатель городской думы Альберт Семенов, с такими ребятами будущее республики в надежных руках. Молодежь у нас очень активна. Мы разрабатываем совместно городские проекты, работаем над наиболее острыми вопросами, которые стоят сейчас в городе Якутске. И стоит отметить, что молодежь города, она всегда, скажем, на передовой. Мы можем обсуждать абсолютно любые вопросы нашего городского хозяйства. Дед Мороз и Снегурочка в погонах. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних по Ленскому району с Новым годом поздравили детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в связи с пандемией поздравить ребятишек лично не получилось. Дед Мороз и Снегурочка передали свои пожелания воспитанникам реабилитационного центра для несовершеннолетних через окно, а подарки вручили сотруднику соцобъекта. В преддверии праздника руководство МВД выделило средства на сладкие подарки для 66 детей. Большая часть из них находится в Ленске. Также есть дети, состоящие на профилактическом учете в поселках Витим и Пеледуй. Онлайн-елки будут проходить в режиме Zoom. Программа, где тоже полицейский Дед Мороз будет поздравлять всех детей республики. Также имеются ссылки, можно к ним подключиться и посмотреть программу. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже на телеканале Якутия-24.